Добрый вечер. Вы смотрите Якутия Лайв. С вами Ирина Ефимова. Осень вступает в свои законные права, а вместе с ней к концу подходит строительный сезон. Совсем немного времени осталось для того, чтобы успеть все дела закончить в срок. И, конечно же, ремонт дорог – это вопрос, который волнует, наверное, каждого жителя столицы Якутии. И сегодня у нас в гостях глава городского округа города Якутск Евгений Григорьев. Здравствуйте. Который подведет предварительные итоги строительства, ремонта дорожного покрытия в городе, также ответит на вопросы, которые волнуют каждого из нас. Евгений Николаевич, давайте начнем с того, что вы расскажете, какие дороги сейчас уже полностью завершены и где нас, горожан, радует новый асфальт. В этом году работы ведутся на 36 улицах, из них на текущий момент на 25 улицах работы по дорожному полотну завершены. Ведутся работы по благоустройству, по приемочным работам, комиссионным работам, по устранению каких-то замечаний, которые могут быть получены в результате комиссионной работы по приемке. На всех 36 объектах так или иначе сегодня работаем. Порядка 80% асфальта уложено, если смотреть по первому слою. По второму слою порядка 70%. То есть идем строго по установленным графикам, по плану. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю программы можно прямо сейчас, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение текстовое на номер горячей линии в мессенджере WhatsApp по номеру 8 914 235 0502. Ну и давайте все-таки по улицам пройдемся, какие дороги будут закончены вот прямо в ближайшее время. В ближайшее время мы заканчиваем Марху, Олега Кошевого, совхозную, советскую. Значит, если идти с южной стороны, то в Табаге закончили, в Хатасах закончили, в пригороде закончили, Луговая закончили, Широких Полянских закончили. Значит, в сентябре месяце мы, безусловно, ожидаем большую работу по завершению окружного шоссе. Это самый важный проект текущего года. Значит, по пригородам Кангаласы завершены работы. По Тулагина-Кильдямскому у нас Легу Николаева улица завершится, там буквально чуть несколько метров осталось. По Мархе я сказал. Значит, и по порту там у нас Текиадулока закончена, сейчас на пилотов находимся. Авиаторов Жуковского закончено. Там 25 улиц, перечислять их всех, это практически все улицы, на которых должны быть закончены работы, закончены. То есть окружное шоссе будет уже... Окружное шоссе, да, сегодня идет укладка третьего слоя, там 3 слоя асфальта, идет укладка третьего слоя, движемся строго по плану. Значит, и до конца сентября асфальтовые работы будут завершены. То есть и кольцо откроют, и все, да, безусловно. все пойдет. Но все мы с пониманием встречаем, конечно, неудобства, которые связаны с перекрытием дорог, но совсем скоро предстоит реконструкция проспекта Ленина. И площади Ленина, движение будет закрыто. Это вызовет, конечно, серьезные неудобства, потому что это же у нас такой транспортный хаб, где большинство автобусов там и так далее. Вот как вы планируете организовать движение в объезд и что нас ждет? Сегодня проспект Ленина действительно это не только самый главный проспект города Якутска, но и одна из самых главных транспортных артерий города Якутска. 11 маршрутов автобуса, например, ходят по проспекту Ленина, и, безусловно, из-за этого чувствуется его перегруженность. В связи с этим у нас поставлена задача по пересмотру маршрутных линий, и первый этап ее мы начнем в этом году, когда будем уже начинать перекрывать проспект Ленина. С 15 сентября начнутся работы по перекрытию, начиная с улицы Кулаковского. Значит, мы будем двигаться в сторону Лорпа, это первый этап. В этом году планируем 800 метров. Движение будет с 15 числа ограничено, но перекрывать мы будем точечно лишь в тот момент, когда мы будем вести те или иные работы, которые не позволяют организовать движение автомобилей. Мы прекрасно понимаем, насколько сегодня сильно зависит движение автомобилей в городе от проспекта Ленина, поэтому будем стараться сделать это максимально незаметно и максимально короткие сроки при необходимости. Но в этом году мы уже занимаемся демонтажными работами. Буквально сегодня проведен штаб совместно с ресурсоснабжающими организациями. У нас сегодня есть понимание по работам выносным, замене подводящих сетей к коллектору с водоканалом, вопрос выноса сетей с горсветом.
Значит, и все эти работы, они должны начаться и будут продолжаться всего с 15 сентября. Спокойно заходим с 15 сентября к демонтажным работам. А вот есть еще такой опыт, что ремонтные работы проводят ночью, например, перекрывают ночью, а днем открывают. Вот так будет или на несколько дней будут закрывать? Я больше вам скажу, наверное, многие замечают, но мы работаем в круглосуточном режиме. Да. На большинстве наших улицах у нас город Якутск, Якутия в целом имеет климатическую особенность. У нас самые сжатые сроки по ведению строительных работ, в том числе дорожных работ. Самые жесткие сроки. Поэтому мы хотим или того, или нет, нам приходится работать в круглосуточном режиме. Безусловно, поступают жалобы от жильцов, то, что вот шум есть, там прочее, но я прошу отнестись с пониманием, в такие сроки мы не сможем сделать это все, работать только днем. Нам приходится работать и днем, и ночью. В этом году лето было жаркое и засушливое, но пока непонятно, какая будет осень. Да? Если вдруг осень будет дождливая, что будет вот с ливневой канализацией, справится ли она и вообще какие есть разработки по ее усовершенствованию? Вообще вопрос организации системы водоотведения в городе Якутске – это вопрос фундаментальный. Да, системный, и он долго, много лет уже Долго ему стоит, по сути дела, и ждет его решения. Сегодня любой дождь и после дождя мы выходим решать обратную задачу. Все замечают на улицах ассенизаторские или лососные машины. Ну, по большому счету мы занимаемся откачкой с заниженных мест. В городе Якутске определены все места, где эти заниженные места есть. Исходя из прогноза погоды, мы сразу заготавливаем технику нашу городскую. В случае необходимости привлекаем подрядчиков для того, чтобы в кратчайшие сроки откачивать или устанавливать насосные станции. Это не выход, это нужно менять. Поэтому в этом году мы ведем работу по производству разработки схемы водоотведения. Параллельно с этим на этой неделе было проведено совещание у председателя правительства Республики Андрея Владимировича Тарасенко, где поставлена задача по разработке общего готового ПСД по схеме водоотведения ливневой города Якутска для того, чтобы обратиться за федеральной поддержкой. Мы эту задачу приняли, будем сейчас ее в скорейшем подходе разрабатывать уже параллельно со схемой. То есть, получается, с листа. Вот есть схема, базируясь на которую будет разрабатываться сразу, значит, проектно-сметная документация на конкретные лотки, на конкретные насосные группы. И все это будет сводиться в единую систему. Вообще, по-правильному она должна быть трехступенчатой. Но мы должны с каждого двора с помощью магистральных или подводящих дорог, внутриквартальных дорог уводить на лотки, которые чаще всего у нас идут параллельно с водоотведением с больших дорог. И все это дело потом либо насосными группами, либо естественными уклонами уводить за проектирование места сбора, значит, воды. А вот уводить, кстати, куда? В городской канал? В том числе в городской канал с помощью очистных сооружений в наши озера, ну и потом перекачивать все это насосами. Только так будет эта система работать, так и надо сделать. А, кстати, вот планы по реконструкции городского канала, они как сохраняются? В силе они еще? Безусловно. Сегодня, много об этом говорили? Да, безусловно. Сегодня есть точное понимание, что невозможно сделать систему водоотведения города Якутска без проточности горканала, без увеличения его пропускной способности, раз. Вместе с этим ставится задача вообще обеспечения наполняемости городских озер. Для этого необходимо использовать текущие возможности. Это, значит, насосные группы, насосы устанавливать на протоке и закачивать в летнее время озера водой. Да, чтобы они с помощью того же горканала и обводного канала большого могли омываться, происходила аэрация воды, и, значит, все это способствовало правильному состоянию этих озер и улучшению ситуации в городе вообще, в принципе, экологической. То есть, ну, планы эти, эти планы есть и будут выпущены, да? Еще было очень много разговоров о велодорожках в свое время, что вот у нас появится с реконструкцией дорог вместе и велодорожки. Вот как это решение вообще? Будет оно воплощаться в жизни? Будет? По велодорожкам у нас есть для нас понимание базы. Фундаментально мы для себя определили велокаркас
то, что в городе Якутске мы создадим велокаркас, то есть это конкретные дороги, на которых будут организованы велодорожки, чтобы была возможность уже по организованным велодорожкам из точки А в точку Б добираться в городе Якутске. С сопутствующей инфраструктурой, велостоянки, значит, выделенные дорожки. Сегодня мы имеем пока велодорожки в городе Якутске как объект, это на улице Ларионова и на улице Сорона Моллана. В этом не году... самые такие популярные велосипедистов места, скажем. Ну, это был первый шаг. Это был первый опыт. Чтобы попробовать посмотреть, как оно вообще В городе будет. Якутске до этого ни одной не было. Вот да, это в да. 2019 году первое появилось. В текущем году появится велодорожка на улице Ивана Кульбертинова и на окружном шоссе. На проспекте Ленина запланировано. И, в принципе, вообще мы сейчас при планировке реконструкции и капитального ремонта улиц, где позволяет ширина тротуара сделать либо выделенную велодорожку, либо совмещенную велопешеходную дорожку, мы идем по этому подходу. Сегодня очевиден тренд, и все его горожане видят. Наряду с автомобилем велосипед в летнее время стал средством индивидуальной мобильности. То есть сегодня он из года в год велосипед становится популярнее. Поэтому с этим нужно трендом работать, нужно обеспечивать соответствующую инфраструктуру. Мы строим и будем строить велодорожки. Ну, кстати, есть еще один модный тренд в больших городах на самокаты. Вот они тоже будут по этим же велодорожкам, да, передвигаться? Да, по самокатам ситуация немножко сложнее. По самокатам уровень аварийности и, значит, уровень вопросов у городских администраций еще больше, чем к велосипедистам. Как показала практика, сегодня и современные самокаты, они достигают очень больших скоростей, и, возможно, там тяжелые увечья в случае там каких-то аварийных ситуаций. Регулируемость деятельности этих самокатов, она сегодня не отрегулирована на законодательном уровне. В больших городах сегодня есть шеринговые услуги, шеринг самокатов, и это большая проблема, в принципе. Наряду с теми возможностями, которые есть для пользователей, для городских властей, это задача. Поэтому мы, безусловно, твердо для себя понимаем, что рано или поздно шеринг самокатов появится в городе Якутске, и с этой точки зрения мы должны быть готовыми выделить места парковки, поставить или определиться с скоростным режимом, который возможен, а это прописывается все через спутник, они же наблюдается, какая максимальная скорость может достигаться. Ну, самокат, когда едет 50 км в час, это может очень печально все закончиться для человека, который едет. И мне говорят, что у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Лермонтова 52 беспокоит дом. Отключим газ полностью, сказали, до конца месяца не будет. Это как? Спасибо. Я не Вопрос расслышал, понятен. что... Лермонтова 52. Газ? Нету газа. Нету До конца газа. месяца сказали не будет. Что делать? Ну, в связи с ремонтными работами или как, я просто не... А он не сказал в связи Да, с чем. вот давайте мы сделаем следующим образом. Мы сейчас возьмем номер телефона, и сейчас вот тогда как раз, наверное, коллеги смотрят эфир. До конца эфира прошу разобраться там с точки зрения, что там проходит. Хорошо, а мы ремонтными. продолжим Да. разговор про дороги. И еще одна из проблем нашего города – это пробки. Да, особенно сейчас, с 1 сентября, дети поехали в школу, пробок стало еще больше, вот машин огромное количество. Какая работа ведется для того, чтобы как-то с этими пробками справиться? Как вы взаимодействуете с ГИБДД? Действительно, сегодня в нашем городе возникновение пробок имеет ряд факторов. Первый и самый фундаментальный фактор, безусловно, это высокая степень автомобилизации города. У нас население любит автомобили. У нас по уровню автомобилизации город один из лидеров по Дальнему Востоку, а это по России большой показатель. Вместе с тем у нас сегодня городское хозяйство, я имею в виду светофоры, которые есть в городе Якутске, они не отрегулированы и не регулируются интеллектуально, они регулируются по принципу, значит, выстраивания в ручном режиме. Поэтому сегодня первая задача, которая у нас есть, это внедрение интеллектуальной транспортной системы. С прошлого года ведется работа совместно с Росавтодором Российской Федерации, Министерством цифровизации нашего республиканского уровня и городом Якутском по внедрению интеллектуальной транспортной системы. В этом году уже первые светофоры начнут внедряться в этом режиме, и в течение 5 лет весь город должен быть работать уже по другому подходу.
И это способствует снижению и синхронизации работы светофоров, снижению пробок. Плюс мы в течение последних лет ведем работу по уменьшению аварийно-опасных участков и внедрению кольцевых развязок. Ну, одна из самых нашумевших – это внедрение кольцевой развязки на Сергеляхе. Я очень рад тому, что с момента внедрения на Сергеляхе этого кольца у нас практически нету там ДТП, а тем более нету там пострадавших людей. До этого практически каждый месяц там происходили ДТП при выезде и повороте налево. Сегодня этот круг, и пробок там практически никогда нет. Все это движется, и внедрение таких вот решений, точных, расширения улиц. Мы в прошлом году расширяли, добавляли по одной полосе на уход направо на перекрестках Пояркова, Курашова, Пояркова, Петра Алексеева, что тоже разгрузило данные улицы, но и точно нужно расшивать такие места. И нам говорят, что у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Меня зовут Елена, я вот житель микрорайона Стер, СПК Овощевод. В прошлом году на собрании вот с мэром, с Арданой Владимировной, обсуждался вопрос асфальтирования Крафта, Ивана Крафта, улицы. И там вроде бы должны были в проект внести на будущий год. Там вот это движение какое-нибудь есть по этому вопросу? Здравствуйте. В прошлом году на встрече с Арданой Владимировной, с населением, живущим на Ивана Кульбертинова, мы обозначили и поставили для себя задачу в текущем году во что бы то ни стало сделать улицу Ивана Кульбертинова. Собственно говоря, удалось это сделать. Сегодня Ивана Кульбертинова у нас уже в асфальтовом покрытии. Что касается по подъездным путям к микрорайону Стерх, мы сегодня в планах асфальтирования его не нашлось возможности это сделать в рамках национального проекта. Поэтому мы это будем делать с других источников, но уже после окончания национального проекта. Сегодня первая задача – это софинансировать муниципальную часть в национальном проекте, чтобы делать магистральные дороги. Тот подход какой? В национальный проект может войти только та улица, которая не имеет тупиковости, а имеет выезд сквозной, и по ней можно пускать или уже ездит общественный транспорт. Вот Ивана Кульбертинова является связующей дорогой между ДСК и Сергеляхом, поэтому с этой точки зрения нам удалось ее обосновать и включить в национальный проект. По Ивана Крафта, к сожалению, на сегодня тупиковая, и этого сделать нельзя, но мы задачу принимаем, понимаем, что сегодня необходимо запустить там общественный транспорт, и как только автобус пойдет по Ивана Кульбертинова, свяжет ДСК с птицефабрикой, мы попытаемся сделать заезд на Стерх, чтобы один из маршрутов заезжал и выезжал, собирал людей со Стерха. Вот еще вопрос на WhatsApp. Почему не градируются дороги частного сектора? Ездить невозможно. Ну, здесь нужно понимать, где они градируются. Здесь у нас сегодня частный сектор тоже понятие такое растяжимое, да. Есть сотые, которые считают, что они частный сектор. Сегодня по текущим правилам, закону, сотые за свой счет должны градировать свою дорогу. Многие люди считают, что в сотах должны градировать город, но тем не менее сот должны градироваться за счет взносов членов сота. Мы сами члены кооператива, мы должны скинуться и заказать грейдер. Что касается сектора ИЖС, то это действительно задача города. Значит, поэтому сегодня грейдирование частного сектора делается силами территориальных органов управления. Округам то есть и управы. Да, управам и округам доводится финансирование. Я сразу скажу, что оно небольшое, но это финансирование есть, и они уже, определяя максимально болевые точки, занимаются грейдированием и подсыпкой. Мы грейдируем, работаем там, где магистральные дороги, это уже силами службы эксплуатации городского хозяйства и Кудерстрой, это делает городская администрация. Но, кстати, бывают жалобы, что люди обратились в управу там, с каким-то вопросом, ждут ответа, в установленные сроки его не получают. Вот где им искать управу на управу, так скажем? У нас сегодня обращение граждан строго регламентировано 30 рабочими днями. Любая просрочка, она карается сегодня как надзорными органами, так и выставляется в виде штрафов, выставляется в виде вплоть до выговоров и прочих. Поэтому это исполнительская дисциплина. Действительно, такие факты есть, но наказываем
по крайней мере, в любом случае ответ должен быть в течение 30 суток. Если вам не ответили, вы, пожалуйста, обращайтесь в надзорные органы, мы должны исправляться, исполнители должны становиться лучше. Но наш Якутск не только один из городов с самым коротким строительным сезоном, но и один из городов, я думаю, в России с самым длинным отопительным сезоном. Да? Да. А скоро у нас уже его начало. Вот все ли готово? Я так понимаю, что в соцобъекты тепло уже дали, ну, в школы, в садике, да, а вот когда дадут тепло в квартирах уже есть жалобы, что люди мерзнут, что пора бы включить. В тепло в жилой сектор мы начали подавать с этой недели, 6 числа. С 6 по 10 числа у нас идет плановое подключение. Вот сегодня, перед тем, как приехать сюда к вам в эфир, я уточнял этот вопрос. Порядка 33% многоквартирного жилого фонда, это 1100 многоквартирных домов уже подключены к отоплению. В остальных в разной фазе идет подготовка к запуску. Ну, система развоздушивания и прочее, прочее. До 10 числа мы подключим. Есть ряд объектов, по которым у нас сегодня есть вопросы. По линии фонда капитального ремонта проводятся ремонты. Есть у управляющей компании несколько домов с вопросами подготовки. Мы адресно и точечно держим эти дома на контроле. Значит, до 10 числа должны они включиться, мы ежедневно их контролируем. В общем, ждем 10 сентября. Не, ну вы, я думаю, многие, кто сейчас смотрит эфиры, уже получили тепло. К многим оно сейчас вот идет, подключается. Система развоздушивания, подачи, она постепенно должна быть. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос или замечание, можно сказать. Вот по распределению детей в детские сады, в школы. Вот только что вот мэр сказал, что в городе машин очень много стало, пробок много. Я так думаю, это происходит из-за того, что в детские сады берут детей не по району, и в школе то же самое. Потому что у меня вот во дворе есть детский сад, и мои дети ходят вообще в другой район, 2-3 километра. И я был вынужден уже купить автомобиль, чтобы детей возить в сады. То же самое вот по школе. Старшая дочка ходит в школу, ну, благо мы получили рядом со школой место. А вот одноклассники приезжают из других районов города, практически все. Спасибо. Да, здесь, смотрите, здесь фундаментально проблема в этой заключается в том, что у нас высокий дефицит в местах. Сегодня нужно понимать следующую вещь. В школы города Якутска впервые пошло больше, чем 50 тысяч детишек. Практически 50 900 детей сегодня ходят в школу. Порядка 6 тысяч детей, там чуть меньше 5900 первоклассников пошли в первый класс. Безусловно, наши сегодня проектные мощности наших школ, они запроектированы всего лишь на 24 тысячи мест. У нас школы поэтому перегружены, поэтому мы идем по пути пристроев и прочее. Та же самая ситуация с детскими садами. В детские сады сегодня ходит 19 тысяч детишек. Еще необходимо обеспечивать столько же, 17 тысяч детишек местами. Поэтому группы переполнены. Выходим с помощью поддержки, поддерживаем предпринимателей, частные детские садики. То есть, и здесь получается так, вот у вас район с детским садом, и ваш детский сад под окнами уже весь заполнен, и поэтому ищется способ хоть где-то найти место, и оно, конечно, может быть найдено не в самом ближайшем детском саду. Но здесь причина в том, что все детские сады абсолютно все перегружены. Поэтому задача, которая сегодня у нас стоит перед городом Якутском, задача, которую я ставлю перед собой, это решать экстраординарно, быстро задачу обеспеченности социальными объектами. Но сегодня у нас перегруженные детские сады, перегруженные школы. Какой уровень образования получают детишки в классах, когда их там 42 человека, какая колоссальная нагрузка на учителей. Поэтому это нужно задачу решать очень быстро. Все это произошло потому, что у нас город очень быстро вырос. Мы за 20 лет практически выросли в 2 раза. То есть если 20 лет количество школ было сопоставимо количеству текущему, там немногим больше, то людей стало в 2 раза больше. Население очень молодое. Средний возраст горожанина 32 года.
нужно делать выводы о том, что детей будет становиться дальше больше. Поэтому нужно опережающими темпами, очень быстрыми темпами строить соцобъекты. Тогда этот вопрос будет решаться. Спасибо. Вот еще один просьба на WhatsApp. Просим обратить внимание от улицы Халтурина до Дзержинского. По почетной стороне улицы Лермонтова разбита пешеходная дорожка. Это вот так. И хочу напомнить, что звонить нам на WhatsApp не нужно. Нужно отправлять текстовые сообщения. Номер 8 914 235 0502. А звонить нужно в студию по номеру 841 12 42 14 39. Евгений Николаевич, ну вот Якутия, вся Якутия этим летом вела битву за тайгу, да, мы боролись с лесными пожарами, и Якутск был окутан дымом практически там несколько недель, в течение месяца, может быть, даже. Вот я знаю, что вы ездили сами лично на пожар вблизи Якутска. Вот расскажите вообще об этом опыте, может быть, какие-то решения были приняты, группировки добровольцев будут увеличены, еще что-то? Да, действительно, у нас в этом году ситуация была экстраординарной. И в момент, когда у нас общее усиление пошло, понимание, что есть большой пожар, который действует на территории Горного и Намского улусов, и он начинает двигаться в сторону Якутска, мы принимали участие в заседаниях республиканского оперштаба, и понимание появилось, что он может прийти на территорию города Якутска. Было принято решение встретить его на границе города Якутска, остановить его, и, собственно говоря, мобилизовали работников окружной администрации, структурных подразделений наших предприятий. Мобилизовалось очень хорошо население. Отдельная благодарность жителям Магана, которые показали очень сплоченную командную работу. Собственно говоря, на их территории все это происходило, у местности Тура. И максимальная мобилизация доходила до 90 человек у нас. И в течение 5 дней нам удалось на территории города Якутска провести минерализованную полосу 70 километров. Мы зашли отчасти до реки Чаки на территорию Горного улуса и на территорию Намского улуса, до просеки. Соответственно, удалось отсечь этот пожар, чтобы он дальше не прошел на территорию города Якутска. И потом он был локализован. Опыт какой был получен? Опыт был получен в том плане, что необходимо формировать нам, вне зависимости от ситуации в городе Якутске, плановую работу с нашими владельцами охотугодий, угодий сельскохозяйственных, субсидировать их для того, чтобы они проводили своей техникой работу по поддержанию минерализованных полос в должном состоянии. Это раз. Второе, мы для себя приняли решение, что будем искать возможность организации собственной муниципальной службы по типу небольшой службы спасения, которая в летнее время будет работать на пожарах, на охране водоемов с точки зрения спасения жизней. В зимнее время на работе по поддержке отопительного сезона периодически возникают сложности. Работы хватит, я думаю. Да, это особенность нашего города. И закупим технику. И у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. У нас ГСПК «Электрик», кооператив на Гресе находится. У нас нет технических условий для установки приборов учета. Энергосбыт нам, можно сказать, в приказном порядке заставляет установить приборы учета. Но у нас теплопункт, они же выписывали документ, что у нас нет технических условий для установки приборов учета, так как кооператив был построен еще в 1995 году. Правомерно это? Вы знаете, здесь с точки зрения правоприменения и обоснования позиции ресурсоснабжающей организации нужно посмотреть изначально ваши документы. Без наличия документов я сегодня не готов сейчас ответить, правы они или нет. Нужно посмотреть документацию. Вы можете обратиться к нам через вашу управу, через территориальное орган управления, показать ваши документы, и наши специалисты департамента жилищно-коммунального хозяйства, правового департамента смогут вас проконсультировать. А вот еще один вопрос на WhatsApp. Сделали дорогу от ДСК до птицефабрики. Спасибо, это очень здорово, но почему по ней ездят 40-тонники? Нельзя ли ограничить? Это нужно ограничивать. Это обязательное условие, которое позволит нам сохранить дороги в должном состоянии. Мы сегодня
имеем, значит, протокол совместно проведенной комиссии безопасности дорожного движения с ГИБДД, значит, по которому будем устанавливать знаки. Ну и плюс сегодня есть понимание, что у Республиканского управления дорог в бюджете 2022 года, значит, начнут работы в 2022 году по установке весового контроля на трассе Умнос. То есть, по сути дела, это одна дорога, которая заводит в город. Если основная часть перегруженных автомобилей, она едет как раз-таки с Мохсугаллаху, везет щебенку, либо цемент. С этой точки зрения мы сможем это ограничить. Внутри города локально мы можем взять автоматические фиксации, значит, весовой контроль. Это мы тоже все то есть будет ограничено да. это. Вот еще такой вопрос про сквер учителя. В соцсетях его бурно обсуждают, что вот его делали, и за 3 года он пришел практически в упадок, и мэрия его так и не взяла вроде бы как на баланс города. Вот объясните, что там происходит. Взяли его на баланс, или он там на балансе управы, или кто за ним вообще следит за его состоянием? Для работы с общественными пространствами у нас в городе Якутске существует Центр управления общественным пространством. Мы в этом году эту работу довели до логического завершения. Были приняты необходимые управленческие решения, и 10 общественных пространств будут переданы в Центр управления общественным пространством, в том числе бульвар Учителя. Бульвар Учителя сегодня является принят на баланс города. Значит, с точки зрения качества проведенных работ и прочего, есть ряд замечаний, их необходимо устранять. Мы их приняли с этими замечаниями. В бюджете 2022 года будем закладывать деньги для того, чтобы обеспечить необходимый минимум работ, который там должен был сделать. Основная проблема там заключается в том, что нет системы водоотведения, сделана не приспособленная для эксплуатации, значит, система электричества, насыпь из камешка, она очень тяжело ее чистить, поэтому мы внесем ряд конструктивных решений, которые упростят эксплуатацию и добавят долговечности всей конструкции. Сама идея хорошая. Спасибо. И мы успеваем принять еще звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Вот у меня вопрос по видеокамере наблюдения вот многоквартирных домов. Где автостоянки, да, со стороны администрации почему нету таких, именно насчет видеокамер? То есть почему администрация города не устанавливает камеры наблюдения во дворах, да? Да. Да, здравствуйте. У нас сегодня есть система безопасного города, по которой в городе работают камеры. Безусловно, их количество должно быть в разы больше. Поэтому мы сегодня провели большую работу. Совместно с Ростелекомом мы начнем устанавливать камеры по сервисной модели. То есть сейчас до этого камеры как устанавливались? Приходилось закупать целую камеру, устанавливать ее и эксплуатировать за счет муниципалитета. Это выходило дорого. Сейчас мы договорились с тем, что Ростелеком сам закупит камеры и нам даст в аренду. То есть сегодня вкладывать деньги надо меньше. Да? И сервисная модель, она полностью берет на себя эксплуатационные риски на Ростелеком, то есть те люди, которые этим занимаются ежедневно. Поэтому в ближайшие 3 года план у нас ставится, чтобы довести количество камер до 1000 штук в городе Якутске, что позволит сделать наш город безопаснее. Спасибо большое. Вопросов у нас очень много, но, к сожалению, время эфира уже подходит к концу. Я успеваю задать буквально последний вопрос. Скоро нашему любимому городу исполнится 389 лет. Вот какие планы по празднованию дня рождения города? Безусловно... Будет ли салют? Салюта не будет. К сожалению, у нас действуют ограничения, принятые с точки зрения празднования Дня города. Я считаю, что у нас в этом году мы встречаем все как горожане. С замечательным подарком будем встречать. Завтра планируется подписание указа главы республики Арсения Сергеевича о развитии города Якутска. О развитии города, о социально-экономическом развитии города Якутска. Это стратегический документ. Мы его будем встречать, город, свой день рождения с этим документом, который дает нам заглянуть на перспективу. 2032 год, 400 лет, конкретные мероприятия. У нас будет сформулирована миссия, которая звучит следующим образом. ДУ захватывает. Мы будем делать лучший город на земле в условиях вечной мерзлоты.
Отлично. Да. Все, вот на этой прекрасной ноте я хочу вас поблагодарить за то, что вы согласились прийти и ответили подробно на наши вопросы. Мы все очень любим наш город, переживаем за него и желаем вам успехов в работе. Пусть все ваши задумки воплотятся. Спасибо, Ирина. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.